В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марферина Алексеева. Приветствую. Животный мир является неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия Земли. Природным ресурсом, важным компонентом биосферы во многих регионах России вследствие хищнического истребления природных ресурсов сложилось катастрофическое положение с охраной природной среды. Сегодня мы поговорим о правилах охоты и об ответственности за их нарушение. Гости у нас в студии: Александра Шибина, заместитель якутского природоохранного прокурора, советник юстиции. Александра Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, каково состояние законности в сфере охраны объектов животного мира от хищнической добычи у нас именно в республике? Ежегодно правоохранительными органами, контрольно-надзорными органами в республике выявляется огромное количество нарушений. Состояние законности оставляет желать лучшего. Ежегодные показатели считаем неблагоприятными, поскольку ежегодно у нас выявление составляет порядка 2500 нарушений. К административной и уголовной ответственности ежегодно привлекаются порядка 2000 субъектов. Взыскиваются штрафы на сумму порядка 2 миллионов рублей. То есть это достаточно неблагоприятная позиция по состоянию законности. Кроме этого, у нас органами прокуратуры ежегодно выявляются тоже огромное количество нарушений в работе контрольно-надзорных органов. В частности, выявляются факты ненадлежащей административной практики, неполнота проведения контрольно-надзорных мероприятий, снижение количества рейдовых выездов, низкое выявление преступлений и правонарушений в сфере незаконной охоты. Также, к примеру, выявляются нарушения в деятельности Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства, в частности, связанные с ненадлежащим проведением контрольно-надзорных мероприятий и мониторинга численности объектов животного мира, необоснованное увеличение добычных квот и иные нарушения. Также в деятельности хозяйствующих субъектов выявляются нарушения, касающиеся ненадлежащего лицензирования, то есть не получаются должным образом оформленные разрешительные документы, и также допускаются факты незаконной охоты. А в чем причина допускаемых нарушений в сфере охоты? Нарушения допускаются в зависимости от субъектного состава. В частности, большинство нарушений это у нас совершаются гражданами. Это зачастую игнорирование требований законодательства, правил охоты, ненадлежащее правовое воспитание. То есть когда у нас при наличии свободного доступа к получению разрешительных документов граждане, даже не подав заявки в Министерство экологии, самовольно идут в лес и осуществляют браконьерство. Также у нас распространены факты того, что просто банально люди не изучают требования по срокам, по месту нахождения, по тому, что, допустим, охотник должен владеть информацией, на каком охотничьем угодье он получил разрешительные документы. Нарушая это, охотники перемещаются с одного охотничьего угодья в другое, и таким образом, нарушив требования о четких территориальных границах, осуществляют добычу объектов животного мира вне установленных границ. Также зачастую бывают граждане осуществляют охоту в отношении особей краснокнижных. То есть люди не изучают видовое многообразие объектов животного мира и допускают незаконную охоту в отношении объектов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Республики Саха-Якутия, что составляет также и образовывает самостоятельный состав уголовного преступления. Какими нормативными актами регулируется охота в России? Прежде всего, следует отметить, что главный закон – это у нас Конституция Российской Федерации. Статья 58 говорит о том, что каждый субъект, каждый гражданин должен бережно относиться к объектам животного мира, обеспечивать благосостояние и надлежащее поведение на территории
значит, лесного массива. И следующий, это у нас главный источник, это правила охоты, которыми определены сроки, требования, запреты, ограничения. То есть каждый охотник, выходя в лес, должен детально изучить правила охоты, которые утверждены у нас в 2020 году приказом Министерства экологии Российской Федерации. И также у нас есть методика определения ущерба, причиненного объектам животного мира, по которым устанавливается расчет ущерба, в зависимости от чего определяется вид ответственности в случае осуществления незаконной охоты. А какие запреты установлены при осуществлении охоты? Вот можно прям самые такие, которые нарушают, вопиющие. Ну, запреты и ограничения у нас установлены, в основном касаются как бы 3 направлений. Это способы, сроки и орудия лова. То есть, допустим, относительно сроков. В каждом регионе у нас установлены определенные временные промежутки в зависимости от видов особей и в зависимости от территории. На это также налагается учет того, что какая в данный момент пожароопасная обстановка. К примеру, вот в прошлом году у нас был сложный пожароопасный сезон и было введено режим ЧС, чрезвычайной ситуации, и в связи с чем была полностью запрещена охота. Слава богу, в этом году у нас пожароопасная ситуация более-менее стабилизировалась, и охота у нас осенняя разрешена. Что касается орудий лова, то есть у нас запрещены применение там различных обездвиживающих устройств, наркотических, газовых, световых, тепловизионных, приборов ночного видения. Что касается прямых запретов, которые часто нарушаются, это нарушение границ охоты. То есть у нас прямой запрет установлен на применение огнестрельного оружия вблизи жилых объектов. Он установлен четко 200 метров и не менее, да? Нельзя осуществлять какие-то выстрелы и прочее. Также запрещено стрелять на шум, на шорох, по высоте также ограничения. То есть нельзя, находясь в условиях ограниченной видимости в кустах, сидеть и стрелять ниже 2,5 метров. Тоже запрещено. То же самое касается запретов относительно применения различных устройств, которые могут причинить страдания животному. То есть у нас должны быть гуманные способы применения охоты. Запрещены самодельные, например, капканы на медведей, которые значит, допускают его умерщвление в результате нанесения ему самоповреждений, глубоких ран. Если он вырвется из этого устройства, то, естественно, он представляет серьезную угрозу для сборщиков грибов, ягод и иных субъектов, да, лесопользователей. Естественно, такие способы охоты, они категорически запрещены. Капканы там, с различными дугами стальными, они используются исключительно для ловли волка. Ну и иные ограничения у нас также есть. Поэтому мы рекомендуем всем охотникам, которые планируют заняться этим видом деятельности, непосредственно изучить и ознакомиться детально с правилами охоты. Они размещены у нас на сайте Министерства экологии и природопользования и лесного хозяйства. Они в свободном доступе в сети интернет. Вот очень актуально, да, думаю, нам нужно напомнить, да, вот на текущую осень, какие сроки вообще установлены и на какой вид объявлены. Ну, то есть сроки у нас граничат в зависимости от вида особей. К примеру, на пернатую дичь у нас установлены сроки с 15 августа по 20 ноября. Что касается боровой дичи, она тоже установлена с августа по 31 декабря. На копытных, в частности на лося, с 15 сентября по 10 января. И аналогично на оленя, на косулю с 1 октября до 1 января. И на снежного барана с 1 августа до 30 октября. И, например, на кабаргу с 1 ноября по 31 января. То есть сроки все тоже доступны, они размещаются во всех всевозможных источниках, пабликах,
пабликах у Министерства экологии, в социальных сетях есть достаточные специальные для обзора, доступные для граждан блоки. Поэтому просьба огромная еще раз ознакомиться со сроками, с требованиями о применении орудий лова и особенностях нахождения в лесном массиве. А имеются ли какие-то требования к оружию и снаряжению охотников, вот помимо того, что вы уже озвучили, в самодельных ловушек? Да, есть ограничения. Сейчас мы знаем век новых технологий и активно используются различные гаджеты. То есть это такие манки, которые воспроизводят звуки животных. Они запрещены. Это образует самостоятельный состав правонарушения. То есть это будет у вас привлечение к административной ответственности по статье 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. То есть нельзя использовать какие-то электронные устройства, которые имитируют звуки животных. Также хотелось бы обратить внимание еще на то, что у нас установлено 3 вида ответственности. Это административная, гражданская, уголовная. То есть уголовная достаточно серьезная в зависимости от причиненного ущерба. Например, если размер причиненного ущерба объектам животного мира свыше 40 тысяч рублей, это уже все самостоятельный состав уголовного преступления. Статья 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание – это до 5 лет лишения свободы с конфискацией орудий лова, и в том числе может быть наложен такой вид наказания, как лишение права на охоту на какой-то определенный срок. И административная ответственность тоже она установлена от 500 рублей до 100 тысяч. Также с применением конфискации орудий лова, транспортных средств. То есть запрещена у нас охота и образует самостоятельный уголовный состав, когда применяются механические транспортные средства, когда используются какие-то моторные лодки и прочие запрещенные виды. Также обращаю внимание, что необходимо знать четко, где имеется пересечение с особо охраняемыми природными территориями. У нас самый большой регион в Российской Федерации и самое большое количество особо охраняемых природных территорий. Тоже границы эти установлены в карте охоты. Она тоже размещена на сайте Министерства экологии и природопользования лесного хозяйства. Поэтому еще раз обращаем внимание. И вот очень коротко все-таки хотелось бы отметить, какие документы нужно иметь охотнику, чтобы обеспечить законность охоты? Прежде всего, это охотничий билет, который выдается Министерством экологии. Второе – это разрешение на ношение и хранение огнестрельного оружия, выдается в Росгвардии. Третье – это путевка на посещение, если это территория особо охраняемая природная территория, если это значит, охотничье угодье не общедоступное, то тоже должна быть путевка и разрешение. И, соответственно, разрешительный документ на добычу объектов животного мира. То есть разрешение выдается только на одну особь. А многие заблуждаются и думают, что если у них есть разрешение, можно убить сразу 3 лося, которые там рядом стояли. Это запрещено. Ну что ж, Александра Валерьевна, спасибо, что вы уделили время и ответили на вопросы. Спасибо. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.